вот здесь, вот в этом районе, вот, ну, мне рассказывают старших, вот здесь война шла, здесь вот, нашли останки этих солдат, там, может, с ними офицер, кто это знает, кто это помнит. Далекий 42-й. На подступах к Мичуре нашли ожесточенные бои. Местные жители еще помнят, как воевала здесь 319-я мотострелковая бригада. Не на жизнь, а на смерть. Погибшие солдаты – неизвестные герои страны. Нашли вечный покой на Остинской земле, в одной братской могиле. Сейчас мы находимся на территории Мичуринского форельного хозяйства. Лет 5-6 назад, когда я приобрел его, здесь находился деревянный обелиск с звездой неизвестному солдату. Небольшая оградка, фасадная плитка в несколько рядов и скромный памятник неизвестным воинам. Правда, не всегда братская могила выглядела так. Раньше на этом месте стоял деревянный крест со звездой. Несколько лет назад он сгорел. Узнав про это, работники Мичуринского форелевого хозяйства решили облагородить памятное место. После того, как подожгли траву весной, он обгорел, пришел в негодность. И тогда я попросил вот ребят, своих товарищей, чтобы они помогли мне. Они с радостью согласились. Этот небольшой обелиск – напоминание о тех страшных годах. Его бережно хранят работники форелевого хозяйства. Практически каждые выходные они убирают территорию. О том, какими силами восстановили могилу, рассказали с неохотой. Не хотели придавать этот поступок общественной огласке, считая, что ничего особенного и не сделали. Они просто знают, какой ценой досталась победа. И помнят, что благодаря и неизвестному солдату живут на этой земле. Елена Черенкова, Олег Рамонов, Осетия ТВ.